Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп Иряник», где мы вместе учим татарский язык. Вместе с вами и с нашими участниками. Предлагаю с ними познакомиться. Сегодня в нашей игре принимают участие две семьи, две команды. Итак, первая команда – семья Алижановых, Абдулахат и Азизбек. Здравствуйте! Всем привет! И вторая семья – семья Гайзулиных, Нурсултан и его мама Альбина. Добро пожаловать! Абдулахат – победитель многих конкурсов в номинации «Конферансье». Какая вкуснотища! Вот только картошечки не хватает. Такую кашу я последний раз ел, когда мы с папой в поход ходили. Вот бы снова ощутить это походное настроение. Думаю, в этом нам поможет хореографический коллектив «Камские звездочки». Абдулахат на сцене с 5 лет, и в будущем он мечтает стать настоящим артистом. Так ведь, Абдулахат? Да, я и правда хочу стать артистом. Великим артистом. Азизбек, скажите, а кто открыл талант в вашем сыне? Вообще началось все с детского садика. Он быстро запоминал, стихи рассказывал, разные концерты вел в детском саду. И вот как бы там мы заметили и предложили нам участвовать в «Созвездии». Попробовали, удачно. Ну, я надеюсь, у него большое будущее. Аллах верса. Второй же наш участник, Нурсултан, также творческая личность. Нурсултан – будущий певец, но плюс к этому он еще и спортсмен. Надежда команды Рубина, правда? Да. Нурсултан, если я не ошибаюсь, у тебя еще и черный пояс по тхэквондо. Нет, у меня еще не черный пояс, но скоро будет. У меня только еще зелено-синий. Зеленый-синий? Альбина, ну а как получилось так, что ваш сын и певец, и спортсмен, что в нем преобладает? Творческая личность или все-таки спортивная? Ой, вы знаете, он у нас и творческий, и спортивный очень мальчик. Ему все нравится, ему все интересно. Он песни учит сам, никто с ним не занимается. Все слова, как себя вести на сцене, все сам себе режиссер, в общем. Ну что ж, мы познакомились с нашими участниками. Я думаю, что пора начинать нашу игру. Тема сегодняшней программы – животные. Хайваннар. В эфире первый тур программы «Бергаляп Иряник», и он называется «Жауап Тап». Ребята, какие у вас есть домашние животные? Собаки, Так, курицы, так. петух Петух. и... да, Кто еще? канарейки. А, канарейка. А как зовут собаку? Йылдыз и Бас. Йылдыз. Их целых 2? 3. А, даже 3. Нурсултана, у вас? У меня была черепаха. И как ее звали? Лео. Лео? А в честь кого? Такой есть мультик «Черепашки ниндзя». Там был Леонардо. Да. Отлично. Ну что ж, задания первого тура очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о тех или иных животных. Ваша задача посмотреть эти рассуждения и угадать, о ком же говорят дети. Это такое существо ушастое, пушистое, иногда бывает. Разных пород. Бывает домашняя, бывает простая. Она мягкая, шелковистая и очень нежная. Египетская тоже есть такая. Да. Вот, она лысая. Она может быть красивой. Серого, рыжего, белого, полосатого, черного, серого. Она пьет вот молоко. Иногда царапается из-за какого-то хулигана, если он ее дразнит или у нее попадает рогаткой. Кушает еще колбаски. Ну что ж, мы посмотрели первый ролик. Нурсултан, Альбина. Итак, кто же это? С ушами, пушистый. И говорит мяу. Нурсултан, кто это? Кошка. Совершенно верно. А на татарском кот будет мяще.
Ну а следующий вопрос будет для семьи Алижановых. Итак, внимательно смотрим на экран и постараемся отгадать. Голуби их много. Она бывают белые, вот, темные и какие-нибудь и синие бывают. Она радостная, иногда бывает злой. А бывает просто добрая. И умеет выполнять команды: стоять, сидеть, апорт, служить. Делают упражнения. Я ее дрессировал. Ей иногда хочется побыть одной. Они любят кушать свой корм, который в магазине, ну и рыбу. Кушают косточки. Кто же бывает у нас злым, добрым, белым, черным и даже иногда синим? Это нам понятно, потому что у нас их целых 3. Так. Это собака. Собака, совершенно верно. Ну а собака по-татарски будет «эт». Мы продолжаем учить названия животных. Альбина, Нурсултан, вопрос для вас. Внимание на экран. Она быстрая, высокая. Она такая хорошая. Бывают коричневые, черные, белые. Ну, разного цвета. Она бывает разноцветная иногда. И они еще всегда прыгают, как зайчики. Ее дома нельзя держать. Потому что они зайчика есть, их смотреть. Они помогают воевать. Рыцари на них катаются, а Иван-Царевич тоже катается. Чтобы кататься, чтобы траву ненужную есть. Говорит она язык. Кто же у нас катает людей и ест ненужную траву? Это лошадь. Ну а лошадь на татарском будет «ат». Мы продолжаем изучать новые слова. Семья Алижановых, вопрос для вас. Она белая. Она такая, она на 4 копытах стоит, вот. Она живет у дровяники в домике маленьком. И у нее есть вот такие рожища. Она все время вот так делает. Бе-бе. Кто же живет в доме у Двяники? Это коза. А на татарском «коза» будет «кяжа». Ну что ж, мы с вами выучили 4 слова. Впереди 5-е, и ответ на этот вопрос вы должны будете записать. Она ест траву и молоко пьет. Я смотрел по нее мультик. Она тоже на 4 копытах со своих. Живет у бабушки и еще могут жить казани. Она большая и длинная. У нее есть как бы вот здесь такая штука, откуда вам молоко берется, и рога есть. Очень много дает молоко, что даже есть сделать на это актимель. Всегда дают молоко детям. Итак, про кого же смотрел мультик «Самат»? Вижу, Нурсултан у нас готов. Поворачивай свой планшет. Так, ты думаешь, что это корова. А что у нас думает Абдулахат? Корова. Совершенно верно, это действительно корова. А корова по-татарски будет «сыер». Счет после первого тура 3-3. Впереди второй тур. Мы продолжаем. В эфире программа «Бергаляп Иряны», где мы вместе учим татарский язык. Второй тур нашей программы называется «Истеколдер». Итак, уважаемые команды, я сейчас предлагаю вам поиграть в одну очень интересную игру. На нашем экране вы увидите картинки животных, которые мы сегодня выучили. Это мяще, эт, от, сеер, хам, каже. Итак, я даю вам время 15 секунд, чтобы запомнить, в какой ячейке находится то или иное животное. Внимание на экран. Итак, время вышло. Абдулахат, Азизбек, первый вопрос для вас. В какой ячейке находится мяще? 7. Ну, тогда открываем ячейку номер 7. Совершенно верно, это кот мяще.
Нурсултан, Альбина, вопрос для вас. В какой ячейке находится «эт»? 8. Итак, открываем 8-ю ячейку. Совершенно верно, это «эт», собака. Мы продолжаем с вашей командой. В какой ячейке находится «кяже»? В первый. Вы уверены? Уверен. Ну, раз вы так уверены, тогда открываем первую ячейку. Совершенно верно, «кяже» находится в первой ячейке. Отлично. Продолжаем с вами. В какой ячейке находится «сыер»? 4. Уверен? Уверен. А как думает мама? Я ему верю. Тогда в 4-й. Хорошо, открываем 4-ю ячейку. Сыер. Совершенно верно. Ну что ж, а ответ на 5-й вопрос вы должны будете записать на своих листочках. Итак, где находится «от»? Точно? Точно, я знаю. Молодец. Так. Нурсултан и Альбина готовы? И мы. Давайте повернем наши планшеты на счет раз, два, три. Раз, два, три. Итак, обе команды думают, что «от» находится в ячейке номер 3. Открываем эту ячейку. Совершенно верно. «От» находится в 3-й ячейке. И со счетом 6-6 мы переходим к 3-му туру. В эфире 3-й тур программы «Бергаляп Иряник», и называется он «До Мисолька». Уважаемые команды, сейчас вы услышите песню, в которой присутствуют названия животных, которые мы с вами сегодня выучили. Давайте их вспомним. Итак, собака. Эт. Отлично. Лошадь. От. Кот. Псы. Корова. Сыр. И 5-е слово хором. Коза. Кяже. Внимательно слушаем песню и записываем названия животных, которые мы с вами сегодня выучили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, эх, күңелле урманда, аю йөри лап-лап-лап-лап. Уян сикерә ап-ап, диен шикләве кашый, керпеккәй гөмбә ташый, бит бүрегенә елый, бие кайга менә алмый. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, эх, күңелле авылда, этере һау-һау-һау-һау. Песи әйтә мияу-мияу. Сыер йөри болында, ат һәм сарык янында. Тик кәҗә генә елый, ул бакчага керә алмый. Ми-ки-ки. Мы прослушали с вами песню. Сейчас ваша задача поочередно назвать животных, которые вы услышали в этой песне, но только тех, которых мы выучили. Начнем с семьи Алижановых. Абдуллахат. Эт. Эд. Отлично. Нурсултан. Псы. Песи. Этот вариант мы тоже засчитываем, поскольку мяще и песи это, в принципе, одно и то же. Абдуллахат, следующее слово. Сыр. Сойер. Нурсултан. От. От. И кяже. Совершенно верно. Надо же, друзья, обе команды настолько сплотились, настолько сдружились и настолько хорошо выучили сегодняшние слова, что обе команды сегодня получают равные баллы, а это значит, что побеждает дружба! Аплодисменты самим себе. Вот с таким равным счетом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. И, как говорят, урысчада яхшибель, татаршада яхшибель, икisi de bizning uchun eng kerakli zotli til. На сегодня, друзья, все. Келесі очрашуларға қадар. До встречи на канале ТНВ. Пока-пока!